Всем привет! Сака-Якутия, город Алдан, улица Якутская. Сегодня у нас 1 февраля 2024 год. Народный контроль решил показать, как вычищаются улицы нашего города Алдана. Улицу Якутскую почистил погрузчик, видим, как с клыками. Перекресток здесь, где бугор был, тут все перекресток вычистил, снял, снег сюда натолкал к елке, которую я нарядил для жителей этого района, этой улицы Якутской. Давайте посмотрим. Снег здесь не вывезли, натолкали. По всем сторонам натолкали снег. Но тут я еще, то, что он большими клыками, борозды тут понаделал, я маленьким погрузчиком тут вычистил, убрал, чтобы можно было ездить нормально. Также снял сюда, также столкнул. Но снег этот так и не вывезли в город. Денег у них, видите, или нет. Давайте посмотрим, как чистят улицы. Видим, к дому тут завалили такие вот бугры. Все заваливается. Снег не вывозится. Здесь видим горы снега. Ну и по все стороны растолкали снег. Ну, хоть дорогу расчистили, более-менее сделали. Раньше чистил АПАП. И постоянно и средства находились, и лучше вычищали. У них и грейдера нормально работали по городу. Всегда чистился снег нормально. Ну, главе города, видимо, выгодно, чтобы частники вычищали. А как чистят, их не интересует. Как списываются деньги, также их не интересует. Видим, сюда вот тоже натолкал, деревья тут подпереломал погрузчик. Позакидывал кругом снег на заборы вплотную. Где местами переломали заборы. Выше я в прошлом видео показывал. И так вот они работают. Давайте посмотрим здесь. Переулок. Тут тоже переулок прочищен. Ну вот так вот у нас выполняются работы города. Но хоть как-то здесь расчистили. Выше улицы Чехова, Павлова, туда погрузчик не отправляли и не заходят. Многие улицы города вообще не желают чистить. В прошлом видео я показал, что люди как будто там не живут. Люди куда только и не обращаются. И звонили главе города, а толку от этого нет. Бездействуют наши чиновники. Денег у них, видите ли, нет на чистку заборов. Ой, дорог. Вот вы посмотрите, такие сугробы. Здесь мусорные контейнера стоят. Все завалено тут снегом. Облагородить, очистить не могут. Вот такие дела. Ну и здесь вот видим бугры. Нормально можно было все вычистить до асфальта. Здесь слой большой. Все это можно было снять до асфальта, но работают у нас так наши уважаемые чиновники. Здесь я расчистил улицу до детской площадки. Ну, конечно, они спишут, что сами почистили. Как всегда, как обычно. Вот глыбы вычистил. Тут до асфальта я вычистил. Сейчас вот снег припорошил. Видим, тут ступенька. Они до конца не вычистили город. Ну а дороги
некачественно вычищаются, а деньги списываются. Здесь я вот почистил, заход к детской площадке. Видим такие вот борозды ковшом. Вот как он чистил. Пройдем, сейчас посмотрим. Это городской погрузчик. Собачка лает. Вот. Мог бы и тут вычистить. Завалил. Но тут я буду вычищать. К детской площадке. Я тут забор снял. У меня снимается. Буду вычищать детскую площадку. Думал, за куветы деньги получу. Как глава города говорил. Я показал, когда асфальт ложили, понагребли по обочинам земли, понаворотили вдоль заборов. Глава города сказал, говорит, ну, сделай, мы оплатим. Я сделал. Позже выставил счет городу за отработанные часы. Но вчера на отчете глава сказал, а ты с нами договор не заключил. Быстро переобулся. Ты с нами договор не заключил. Подари нам. Типа подари городу. Я и так делаю. Елку больше 100 тысяч рублей потратил для жителей города. Нарядил. Детскую площадку содержу. Помогать они не желают. Только, наоборот, в ущерб детям делают. То земли им мало, пытаются отрезать, то другие точки давали подключение для спортивного спортзала, для гимназии, которые строили. Но договорились, что трубу проложим через детскую площадку под ней, под землей. Но они на 150 тысяч купят тренажеры для детской площадки. Застройщик обещал с главой города. Но свои обещания они не выполнили. Кинули детей. Веры никакой им нет. Ну, видим, чистят. Вот натолкают, навалят. Вывозить не вывозят. И так вычищают вот они. Вот их вся работа. Сейчас я покажу, как они там протянули через детскую площадку трубу. Обещали купить тренажеры для детской площадки. Ну, пустые слова, обман. Вот врезка ихняя. Под землей проходит эта детская труба под детской площадке. Он проталины, видим. Плохо утеплили ее. Землю греет. И проталина идет. Тренажеры они не купили, ничего не купили. Вот эта труба идет, 2 точки давали других подключений, не в ущерб детям, для подключения спортзала. Давайте посмотрим, какое расстояние здесь идет. Видим, труба идет, и видим аж до спортзала. И еще за спортзалом еще сколько метров. Хотя можно было сделать от второй школы ближе, была бы трасса, и себестоимость была бы дешевле. Также можно было пустить вдоль этого забора по той территории школы, пустить и как раз врезку сделать дальше, туда чуть. Но они в ущерб детям сделали. 2 точки давали подключение от школы и туда, к подстанции. Но им выгодней так. Назло специально мне, то, что я делаю для людей бесплатно. Содержу эту детскую площадку. Также они обещали
залить бетонную опорную стенку, чтобы грунт не смывало весной и землю сюда вот к соседям. Но обещания их не пустые. Также обещали качелю эту отремонтировать. Ничего они не сделали. Вот хотели они оттяпать вот этот угол полностью. Хотели забрать. Здесь я за свои деньги нанимал погрузчика. Завозил грунт сюда для детской площадки. Бетонировал вот эти вот спортивные турники для детей. Горку, которую подарил «Газпром». Единственное, что сделал, забетонировал я ее сам. Покупал цемент, бетонировал. Здесь также мы с ребятами забетонировали, помогли мне. Эту также карусель, сварил я ее, забетонировали с ребятами. Также эту качелю забетонировали. Ну, дети постарше ломают. Но вот приходится делать, содержать эту площадку за свой счет. Глава города не желает помогать. Они делают наоборот. Не в интересах жителей города, а наоборот препятствуют. Помогать они не желают. Пытаются только отрезать, уменьшить детскую площадку. Дети подрастают, детей очень много. Им нужно пространство большое для занятия спортом. Для маленьких детей, дети рождаются, им там есть и песочница. Когда-то глава города помог, видимо, помог он, чтобы народный контроль только его хвалил за его работу. А как стал говорить, как она есть, так сразу же ущемляют и препятствуют в улучшении, в развитии города. На запросы обойти детскую площадку этой трубы глава города до сих пор не ответил мне. А на вчерашнем отчете глав района он сказал: я лучше штраф заплачу, чем буду отвечать официально. Вот такие дела. Так у нас работают наши уважаемые чиновники по бестолковому. Пора их снимать, конечно, за ихнюю бестолковую работу. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Сака-Якутия, город Алдан. Народный контроль. Продолжение следует. Покажем все улицы города, в каком они состоянии и как работают наши чиновники.